Каракумы, расположенные на современной территории Туркменистана, являются четвертой по величине пустыней в мире. Когда-то здесь проходили караваны, следовавшие по шелковому пути. Посреди пустыни, словно островок рая на земле, их ожидал сказочный город. Мерв не был рядовым городом. В средние века Мерв являлся одним из важнейших городов ислама, столицей Сельджукской империи, оживленным торговым центром с населением, исчислявшимся сотнями тысяч, пока не произошла ужасная катастрофа. Сегодня древний город Мерв представляет собой огромное поле руин, напоминающее лунный пейзаж. Воды Мургаба – источник жизни оазиса. Река спускается из гор Афганистана и в Каракумах разветвляется, образуя обширную дельту. С незапамятных времен течение реки несло с собой плодородные отложения. Первая достаточно развитая цивилизация Маргуш процветала здесь 4000 лет назад. Археологи обнаружили дворец правителя, храм огня и множество гробниц. Также были найдены свидетельства о торговых связях с Индией. Возможно, основатели империи Маргуш пришли сюда из Месопотамии, Междуречья. Они были умелыми строителями ирригационных каналов и уже использовали керамические трубы. Плотина Султана. В ее современном виде она была возведена в 1905 году в правлении российского царя Николая II. Большие плотины, шлюзы и каналы всегда являлись необходимым условием развития этого крупного города, расположенного в пустыне. Плотина была для Мерва источником жизни, но одновременно и его ахиллесовой пятой, ведь ее снова и снова разрушали враги. В эпоху шелкового пути в Мерве торговали верблюдами, лошадьми, шелком, золотом, ювелирными изделиями и специями. Оазис славился своими посевами хлопка и фруктовыми садами. О вкусе дынь, выращиваемых здесь, слагали легенды. 38-летний Байрам Рияпов со своей семьей живет неподалеку от руин великого города. Как и многие местные жители, он фермер. Но летом у него появляется дополнительный заработок. Он помогает сохранить то, что осталось от древнего города Мерв. Необходимо в правильном соотношении смешать глину, воду и солому. Затем остается только топтать, топтать и топтать. Наносная почва оазиса также служила источником строительного материала. Глина использовалась для сооружения не только обычных домов, но и мечетей, дворцов и городских стен. Мерв был целиком выстроен из глины, служившей отличным изоляционным материалом в экстремальных климатических условиях Средней Азии, с ее холодными зимами и летним зноем. На месте работает еще одна команда. Ученые участвуют в совместном проекте Туркменистана, Великобритании и России «Древний Мерв». Это очень масштабное мероприятие. Ведь лишь территория, окруженная городскими стенами, охватывает 8 квадратных километров. Из этого снимка, сделанного со спутника, видно, что комплекс состоит из нескольких расположенных рядом городов. Все они олицетворяют различные эпохи. Для ученых это одновременно и большая удача, и огромная проблема. Древнейшие постройки Мерва. В этом кольце заключена первая цитадель, являвшаяся ядром города в VI веке до нашей эры. Позже она была окружена огромной стеной. Высота сооружения, устоявшего до нашего времени, достигает 30 метров. И все же оно кажется нереальным.
Предположение о том, что Александр Македонский покорил и расширил крепость на пути в Индию, до сих пор является предметом споров. Однако точно известно, что вскоре после этого в развитие города внес значительный вклад греческий император Антиох. Старая крепость стала центром торговли и увеличилась на 30 метров по отношению к первоначальным размерам города. В 53 году до нашей эры римляне проиграли первое крупное сражение с парфянами. В плен было взято 10 тысяч римских солдат. Они были направлены в Мерв, где, как предполагается, занимались расширением городской стены. По поперечному сечению можно определить, что строительство включало в себя 3 фазы. Первая стена была относительно тонкой, но ее высота уже составляла более 10 метров. Вскоре стену усилили, ее толщина увеличилась вдвое, а высота выросла на 2 метра. Дальнейшая работа по расширению превратила стену в гигантское сооружение высотой 20 метров, толщиной 14 метров, длиной 8 километров. Несмотря на то, что Мерв был окружен могучей стеной, он оставался космополитическим городом. Эта группа занимается изучением религиозных памятников Мерва. С 3 века нашей эры торговля на шелковом пути процветала. Христиане и иудеи обосновались здесь и строили церкви и синагоги. В ходе раскопок было выявлено, что некогда здесь находилась ступа буддийского монастыря. Приблизительно так выглядел Мерв, когда его захватила первая армия мусульманских арабских завоевателей. Арабы назвали древний город Геур-Кала – небесный город. Их приход ознаменовал начало великих перемен. Город, достигший пика развития, постиг ужасный конец. Сардоба – резервуар, накрытый куполом с вентиляционным отверстием. Здесь вода сохранялась в прохладе. Такие резервуары используются и сегодня. Эта Сардоба относится к мавзолею на территории древнего города Мерв. В мавзолее, посещаемом многочисленными паломниками, вечный покой обрели святые Бурайда и Аль-Хаким. Они были спутниками Мухаммеда и знаменосцами армии, продвигавшейся на восток. Арабы покорили Мерв в 651 году. Отсюда они пронесли ислам через всю Среднюю Азию. Все больше и больше мусульман селилось за стенами древнего города. Создавались новые рынки, караван-сараи и резиденции правителей. Позже новый город был окружен собственной защитной стеной и получил название Султан-Кала – город султана. Большая и малая Кыскала. Дворцовые сооружения относятся к раннему периоду мусульманского правления. Их сохранность находится под постоянным контролем. Фундамент укрепили глиняными кирпичами из мастерской Байрама. Иначе колоннообразные стены могли бы обрушиться. Нельзя сказать с уверенностью, жили ли здесь богатые и могущественные купцы, или это сооружение служило для официальных приемов. С внутренней стороны поддержку обеспечивают подпорные стены. В Малой Кыскала до сих пор сохранились элементы интерьера: лестница, дверная арка и потолочные ниши. Характерный метод строительства, использующий колоннообразные стены, был разработан не только для целей обороны, но и для того, чтобы стабилизировать столь крупные сооружения из глиняного кирпича. Позже этот метод применялся и в других районах Средней Азии. Байрам помогает сохранить уникальную архитектуру Мерва.
Как и поколение умельцев до него, каменщик заполняет деревянную форму полувысохшим материалом, а затем разглаживает поверхности и края. После этого он сушит кирпичи на открытом воздухе, не обжигая их. В XI веке сельджуки провозгласили Мерв столицей своей обширной империи, растянувшейся от Средней Азии до Средиземноморья. Именно из этого дворца великий султан Санжар в течение 60 лет вершил судьбу своей империи. Предназначение этого сооружения, напоминающего крепость, является предметом споров. Возможно, здесь располагалась бесценная библиотека султана, одна из 12 больших библиотек города. В Мерв отовсюду стекались ученые. Жить здесь было сплошным удовольствием. Археологи обнаружили сложную систему водоснабжения, разнообразные подземные каналы и хорошо оснащенные бани. На то, чтобы раскопать весь город и определить, какой была повседневная жизнь горожан, уйдут годы. Это странное сооружение также делало жизнь в Мерве более приятной. За толстыми глиняными стенами сохранялись зимние холода. Словно в гигантском рефрижераторе жарким летом здесь хранили фрукты, овощи и мясо. В центре города султан Санжар возвел свой мавзолей. По словам арабского историка Якута, это огромное здание было увенчано синим куполом, который было видно даже через день пути. Сегодня купол отреставрирован, но, к сожалению, не в первоначальном роскошном виде. Мавзолей является памятником былого величия Мерва, памятником, к которому изо дня в день тянутся паломники. Эти своды помнят и великого султана, и простых горожан. Описывая жизнь в Мерве незадолго до катастрофы, Якут написал: «Я с радостью провел бы здесь остаток своих дней. В этом городе дружелюбные, удивительно веселые люди. И, конечно же, здесь несметное количество книг». Но однажды холодным зимним утром в феврале 1221 года у ворот города показалась одна из армий Чингисхана. Несмотря на то, что жители сдались, Мерв разграбили и сравняли с землей. Его дамбы и каналы были уничтожены. Летопись гласит, что монголы решили взять в плен 400 ремесленников и определенное количество специально отобранных мальчиков и девочек. Всех остальных, включая женщин и детей, было решено уничтожить. Каждому монгольскому воину предстояло казнить от 300 до 400 жителей. Новый Мерв возник лишь спустя 3 столетия. И снова вне стен старого города. Караванная торговля на древнем шелковом пути уже давно пришла в упадок. Мерв, некогда процветавший оазис в Каракумах, уже никогда не обретет былого величия.